Внешняя политика Абхазии в последнюю пару лет дрейфует от частичной открытости к агрессивной изоляции. И это удивительно, так как наша страна долгие годы пыталась прорубить окно в мир, делая ставку на диалог и сотрудничество с различными странами и международными структурами, даже не разделявшими наши устремления. Вектор внешней политики накренился, и руководство страны захлопывает двери перед всем миром, обнуляет отношения и, похоже, намерено спустить железный занавес, потому что какой-то высший разум что-то нашептал нашему министру иностранных дел Иналу Арцинпа. Вектор на агрессивную изоляцию наиболее ярко проявился в феврале нынешнего года, после того, как МИД России направил в МИД Абхазии ноту протеста к закону о ратификации соглашения по Пицунской государственной даче. Напомню, что по этому соглашению часть территории Пицунды безвозмездно передается России. Арендная плата за землю и бухту, условный рубль, а все, что будет построено, становится собственностью арендатора земли. Ратификация этого ущербного соглашения состоялась под покровом ночи, в канун Нового года, потому как общественность Абхазии изначально подозревала, что объект передается с целью перепродажи. В ноте, которую никто не видел, но все знают, о чем в ней идет речь, содержится требование привести соглашение в соответствии с законодательством или наоборот. Оказывается, Россию не устраивает запрет на передачу объекта третьим лицам, который, к тому же, теперь распространяется на все другие сделки с абхазским руководством. Так стал очевиден провал внешней политики МИД Абхазии во главе с Иналом Арцинпа. И молодой человек, непонятно с какого перепугу, назначенный президентом на высокую должность главы внешнеполитического ведомства, заистерил не на шутку. Он спрятал под сукно российскую ноту, заявил депутатам, что никаких документов из МИД России не получал, а депутат Арштуни пригласил в МИД посмотреть на документ, который все же поступил в Абхазию. В этой безвыходной ситуации Инал Арцинпа вдруг вспомнил, что лучшая защита – нападение. И пока происходит история с захоронением ноты, власть активизирует свою деятельность по двум направлениям – нападки на неправительственный сектор и угрожающие общественности поправки к Уголовному кодексу о клевете. МИД работает, не покладая рук, без праздничных и выходных. Были тщательно отобраны враги народа, как индивидуальные, так и общественные организации, оппозиционные силы. Их голословно обвинили в незапрещенном законами сотрудничестве с аккредитованными в Абхазии международными организациями и чуть ли не в присвоении средств европейских налогоплательщиков. Одновременно в международные организации направляются заведомо невыполнимые ультиматумы с выходящими за рамки их полномочий требованиям. И здесь все понятно. Сурковская школа не предполагает разборчивость в способах и не заморачивается на логистике. Но у Инала Арцинпа есть отличительные качества. Он молод и энергичен, ничего не нюхает, не колет и не глотает. Технологичен, может принимать участие в полемике с телефона своего водителя или охранника, или под анонимными никами. Да, его работоспособность на фоне многих других чиновников Бжаневского разлива, не освоивших даже интернет, выглядит впечатляюще. В минувшие празднично-выходные он откопал на сайте Германии устаревшее заявление о том, что Министерство иностранных дел Германии не рекомендует посещать оккупированную Абхазию в связи с рисками в сфере безопасности. Кстати, такие же заявления есть на сайтах многих других стран. И у Инала есть возможность не останавливаться на Германии. И все же детали. Заявление с немецкого сайта, давно покрывшееся плесенью, было преподнесено народу как сенсационная новость, что позволило устроить разнос представителям гражданского общества. Теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию, вопрошает МИД. Тут бы и ограничилась вопросом, с хурмы упал, потому как только навернувшись с этого хрупкого дерева, можно забыть, что именно абхазский НПО в сотрудничестве с МИД Абхазии до Инала Арцинпа 3 десятилетия работают над деизоляцией Абхазии, поэтапно отстаивая права нашего народа и место страны в мировой системе. Да, коллективный Запад поддерживает территориальную целостность Грузии и открыто заявляет об этом. Но если мы вернемся на пару десятилетий назад, мы обнаружим, что и руководство России, и даже друг президента, российский олигарх Ткачев, делало подобные заявления. Однако в
руководстве страны никто даже не подумал призвать жителей Абхазии отказаться от посещения Российской Федерации. Более того, руководство Белоруссии, с которым у Инала Арден добрые отношения, до сих пор не отказалось от тезиса о поддержке территориальной целостности Грузии. Кстати, здесь можно дойти до полного абсурда, так как соседняя Турция и многие страны, в которых у Абхазии есть представительство, тоже не признают Абхазию. Так оно бывает. Все течет и меняется. И не так давно ельцинская Россия объявляла нам блокаду. И никаких надежд на признание не было и в помине. И если бы внешняя политика Абхазии при всех других президентах строилась по принципу агрессивной изоляции, то не было бы и признания России. И еще вот какая интересная деталь, которую проигнорировал нынешний глава внешнеполитического ведомства. Последнее февральское заявление МИД России, который предупреждает граждан своей страны о нежелательности отдыха в Абхазии, о рисках безопасности для большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты. Это была цитата. Думаете, мы самолет подбили, военную часть захватили, провели антироссийский митинг или взяли посла в заложники? Ничего подобного. Какой-то дегенерат изнасиловал гражданку России. А суд, который лично формирует наш президент, весьма почитаемый в российском руководстве, принял решение, которое вызвало удивление МИД России. Не буду о том, что данное удивление на неадекватное решение суда Абхазии выглядит как экранизация анекдота. Может, действительно МИД России никогда не сталкивался с весьма странными решениями судов, как у себя в стране, так и за ее пределами. Но мы говорим о нашем родном МИДе, который попросту пропустил мимо ушей призыв своих коллег из России. А ведь тот же призыв не посещать, да и слова те же, риски для безопасности. Это, конечно, удобно обвинять в провалах во внешней и внутренней политике какого-нибудь дядю Сэма, так как ресурс обвинений в адрес своих, гораздо более успешных предшественников исчерпан. Но прежде чем корчить из себя императора, за спиной у которого сконцентрирована огромная военная мощь, стоило бы обратить внимание на реальность. Иначе вся эта бравада напоминает психологическое расстройство, которое характеризуется как искаженное восприятие действительности. Так вот, прежде чем объявлять войну чуть ли не всему миру и выставлять из страны организации, которые, видите ли, выдали трактора не тем гражданам, поддержали не те проекты, не тем людям, посадили виноградники, сообщите общественности, когда правительство Абхазии объявит конкурс абхазских грантов для сельского хозяйства, для малого бизнеса, для СМИ и экологов, когда начнет выдавать кредиты предпринимателям и как будет поддерживать науку, образование, искусство и социально незащищенные слои населения, демографию и так далее. Какие средства готовы на эти цели направить? Но невозможно бесконечно прикрывать свои провалы и, обвиняя кого-то в собственной недееспособности, разворовывать страну и эксплуатировать людей.